замечательных детей. Ну и, конечно, наши главные герои. Герои нашего сегодняшнего праздника вечера – это юные музыканты. Добро пожаловать на отчетный концерт нашего класса, класса пианистов. Сегодня мы подводим итоги большого учебного 2025-2026 учебного года, в котором было все. Упражнения, гаммы, этюды, первые победы, сложные ритмы, потерянные ноты, экзамены себе. Вы сделали это! Вы молодцы! Кто-то за этот год научился уверенно выходить на сцену, буквально побеждал себя. Кто-то победил страх ошибок. Кто-то наконец понял, что форте – это не обязательно играть так, чтобы соседи подпрыгнули в соседней квартире, да? А что форте тоже имеет наполнение, и нужно играть его определенным образом. И так далее, и так далее. То есть в этом году было очень много того, чего вы, вернее, узнали, новых знаний, новых каких-то навыков. И я думаю, что на сегодняшнем концерте это будет видно. Те, какие ребята пришли в начале учебного года и какими они уже завершают учебный год. Мы сегодня с ребятами постараемся это показать. Сегодняшний концерт – это не экзамен, не соревнование. Это праздник музыки, детского творчества. Тем более, что вот-вот буквально через 3 дня у нас День защиты детей, праздник, да? А значит, у наших юных музыкантов начнется лето и летние каникулы. Ура! Поаплодируйте каникулам. Вот-вот они уже надвигаются, да? Сейчас буквально. Хочется сказать огромное спасибо мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Все, кто весь год поддерживал моих ребят замечательных, кто был рядом, кто героически слушал домашние упражнения, гаммы, кто узнавал произведения, как в той знаменитой передаче с 2 нот. Да? Огромное вам, дорогие мои родители, спасибо, благодарность за это, потому что только вместе мы с вами сила, и потому что только вместе мы добьемся хороших результатов. И уже сейчас это очевидно и видно в исполнении каждого из ребят. Поэтому хочется сказать ребятам сегодня также: не волнуйтесь, любите музыку, не бойтесь сцены, верьте в себя и помните, что даже великие музыканты когда-то обязательно ошибались. Обязательно. Это неизбежно. Сегодня на сцене будет звучать произведения разные по характеру и настроению, но уверенно объединяет их одно. Они будут исполнены с душой и хорошим настроением. Да? Ребята, порадуем родителей? Порадуем. Давайте еще раз себе поаплодируйте. Итак, мы начинаем наш концерт. Устраивайтесь поудобнее. Итак, для открытия концерта приглашается Варвара Лещенко. Бурные аплодисменты. И пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим, если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту. Если
я скажу немножечко, расскажу о том, что она сейчас будет исполнять. Есть такое произведение, которое называется «Вариации». Итак, что же такое вариация, которую играют все дети в начальных классах обязательно, ну и даже в старших классах? Так, вариация – это произведения такие, когда одна и та же мелодия как будто переодевается в разные платья. Можно сказать, что разные костюмы одевает, когда новая вариация. Итак, сначала мелодия, тема звучит обычно, и все ее обычно знают. Какие-то в основном песенки народные. И сейчас будет вот тому подтверждение. А потом композитор начинает фантазировать, делать ее веселее или грустнее, быстрее или медленнее, торжественнее или лиричнее, меняет ритм, характер, настроение. И мелодия все равно можно узнать, как человека в разной одежде и с разным настроением. Вот это и есть вариации. И сегодня вариаций прозвучит несколько. Одну из них сейчас вам сыграет Айолым. Вариация на русскую народную песню «Я на горку шла». Написала эти вариации Юлия Барахтина. Да. Совершенно другого плана произведения, и исполнит его вот эта тоже звезда пленительного счастья, которая зовут Ариана Абдулаева. Поприветствуйте, пожалуйста. Пьеска популярная. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк». Песенка «Трех поросят». Композитор Отто. Давай. Айша Кадалбек, ученица 3 класса. Вот такая песенка веселая, зажигательная. И сейчас ее исполнит Айша. Еще раз сначала, хорошо? Давай.
Сейчас на сцену приглашается Ленских Ратмир, ученик 2 класса. Поприветствуйте, пожалуйста, Ратмира. В исполнении Ратмира прозвучат вариации, опять-таки, на тему украинской песни «Ехал казак за Дунай» Семена Климовского. Приглашается Полина Антонина. Поприветствуйте еще одну ученица 1 класса. В этом году Полиночка поучаствовала в конкурсе имени Латифа Хамиди. 7-й был международный конкурс в первой музыкальной школе. Она молодец, завоевала гран-при. За вариации на тему детской песенки «Веселые гуси» Ирины Корольковой. Молодец. И еще одна песня от Полины. Это этюд композитора Александра Жилинского.
со 2 класса Мадина Курмангалиева. Поприветствуйте, пожалуйста. Огненная овация Мадина. И еще одна русская народная песня «Калинка». Спасибо. Далее приглашается для выступления ученик 2 класса Маргулан Хамид Хан. Теперь на тему белорусской песни «Савка и Гришка сделали дуду» композитора Литковой.
Выступает ученица 2 класса Аделя Рамазанова. Поприветствуйте, пожалуйста. Сейчас прозвучит исполнение Адели. А сейчас от Адели еще один подарок на сегодняшний вечер. Это произведение группы Абба. Ну, вернее, часть, скажем, этого произведения. Знаменитая песня «Мами, мами». Наверное, все помнят старшего поколения, да? Ну, вот это от Адели для вас. Пожалуйста. Готовься. В этом году на 7-м международном конкурсе имени Латифа Хамиди Айдар занял гран-при в своей возрастной группе вместе с Полиной. Он молодец. В общем-то, можно сказать, что через 3 головы прыгнул за этот год. Он очень старался, его мама очень старалась весь год. И результат вы сейчас услышите. Итак, первое произведение нашего казахстанского автора Серикжана Абдинурова. Называется оно «Лак. Козленок». Произведение от Айдара. Азербайджанский композитор Фиклет Амиров. Лирический танец.
Буги называется. Джазовая песня такая, послушайте. Ученица 3 класса София Беляева. Поприветствуйте бурные аплодисменты Софии. Сонаты и сонатины. И до сих пор они популярны, обязательно в музыкальных школах их играют, для того, чтобы развивать классическое исполнение произведений знаменитых авторов. Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Йозефа Гайдна. То есть эти произведения, я думаю, что они никогда свою популярность не потеряют, и мы обязательно будем их исполнять с каждым из тех, кто присутствует в этом зале. А сегодня сонатина от Софички Людвига ван Бетховена. Послушайте, пожалуйста. Старинная музыка. Да? Можно так сказать. 2 века уже. София нас познакомила с музыкой, которая написана на основе танцев. Для выступления приглашается следующий участник. Это Миндияр Ахунджанов, ученик 3 класса. Хочу похвалиться, Миндияр тоже участвовал в конкурсе Латифа Хамиди. Он участвовал по 2-й младшей группе и занял тоже почетное 1-е место. Итак, Виктор Косенко. Скерцина. Скерцина – это шутка.
произведение, которое называется «Следствие ведут колобки» Юрия Чернавского и Николая Стукалина из одноименного мультипликационного фильма. Приглашается ученица 5 класса Айару Хасенова. Поприветствуйте, пожалуйста. Хочу тоже похвалиться. На этом же конкурсе имени Латифа Хамиди Айру с другой программы по средней группе разделила первое место с Айлин Исаковой. Было 25 человек. Вот, девчонки молодцы. Они был гран-призер, мальчик. И на первом месте две наших девочки, Айру и Айлин. Так что еще раз поздравьте с этим, они молодцы. Совершенно противоположное по характеру произведение Марка Невина, современного автора. Он пишет очень много такой джазовой современной музыки. И вот одна из таких пьес называется «Джазовая миниатюра».
сегодняшнего года Амина Симбаева. Поприветствуйте, пожалуйста, Амину. Теодор Лак. Этюд. Мария Жмакина, поприветствуйте, пожалуйста, Марию. В этом году они вдвоем в моем классе закончили, получается, нашу татарскую школу искусств. Ну и вот сейчас Маша вам исполнит два произведения. Первое – композитора казахстанского Серикжана Абдинурова, который называется «Алгашка романс». А сейчас в исполнении Маши прозвучит произведение, которое в советские времена получило очень такую большую популярность, потому что это произведение из очень знаменитого балета Сергея Прокофьева. Балет этот называется «Ромео и Джульетта». Знаете, ребята, кто-нибудь о том, кто такие Ромео и Джульетта? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ну, наверное, еще вам не знакомо, но родители-то, конечно, обязательно об этом знают. Это молодые юноша и девушка, юноша Ромео, девушка Джульетта, которые были влюблены, но они были
в разных семьях, которые между собой очень сильно враждовали. Семья Капулетти, где была Джульетта, и семья Монтеки, чей был Ромео. И вот эти два клана враждовали между собой. Получается, что не могли дать возможность пожениться этим молодым любящим сердцам. И очень печально закончилась эта трагедией в конце произведения. Вот то, что будет сейчас исполнять Маша, называется «Танец рыцарей» или по-другому «Битва кланов». Не битва, вернее, танец кланов Монтеки и Капулетти. На сцене, то, что будет сейчас происходить на сцене, это такой предвосхищающая музыка, предвосхищающая печальные события. Такой танец, который предвосхищает, что в конце этого сюжета будет трагедия. Вот послушайте, какая насыщенная, очень таким серьезным, сложным характером музыка. Очень необычная на этом концерте будет музыка, но постарайтесь ее дослушать до конца и проникнуться этой битва кланов, да, получается, Монтеки и Капулетти. И я решила завершить наш концерт такой торжественной, мажорной пьесой, которая называется «Шерлок Холмс» из знаменитого телефильма «Шерлок Холмс», который все вы знаете. Торжественная такая мажорная музыка на окончании нашего концерта.
это разная музыка. Молодцы. Сами себе поаплодируйте.